В Казани продолжается оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. С феерии отгремели Турандот, Поргьебе, Саида, Сильский цирюльник, Травиата и Кармен. Накануне на сцену Казанского театра поднялся Евгений Онегин. Об актуальной сегодня пушкинской истории Альбина Салгараева. Как поведали знатоки и любители оперы, сегодня казанскому зрителю несказанно повезло. Состав артистов просто потрясающий. Это солисты Московского театра новой оперы и Мариинского театра. И так она звалась Екатериной. Роль Татьяны Лариной досталась солистке Мариинского театра. Сегодня ее второй выход на казанскую сцену. Именно этот печальный, задумчивый и поэтичный образ ее самый любимый, признается девушка. Очень близка она мне. И мне мои однокурсники с первого курса твердили, что я по жизни просто Татьяна, меня можно не гримировать и сразу выпускать на сцену. Спасибо большое. Куда это положить? Сейчас. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет. Так пишет Александр Пушкин о своем герое. Также щепетильно к своему гардеробу и внешнему виду относится и наш герой Василий Ладюк, исполнитель партии Онегина. Он на несколько дней прибыл из Московского театра новой оперы специально для выступления на Шаляпинском фестивале. Костюм привез с собой. Свой костюм – это всегда что-то такое свое родное. И, безусловно, это, так сказать, облегчить жизнь самому себе и театру, потому что невозможно найти так, чтобы все идеально сидело, да, чтобы было комфортно и чтобы ничего не переделывать. Тем более, что спектакль поставлен в свою эпоху. Вот это называется крылатка. Это Онегин надевает на дуэль. А за местные театральные костюмы отвечает Диляра Саберзянова. Наряды достают нечасто, от спектакля к спектаклю, 5-6 раз в год. А потому главное – правильное хранение. Обязательно отпариваем. Вот у меня есть шуба Бориса Годунова. Она хранится 20 лет. Еще ни разу никакой моли там не было. Со сцены Татарского театра Евгений Онегин не сходит с 2012 года. Шедевр Александра Пушкина и Петра Чайковского – самая известная русская опера и одна из самых любимых. Казанская публика ее приняла сразу. А как же иначе? На сцене любимые герои и знакомый сюжет. Кстати, именно оперу Евгений Онегин исследователи считают оперным дебютом самого Федора Шаляпина. В 17 лет он пел в ней Зарецкого. Позднее как-то даже выступил в роли Онегина, а самое интересное, что однажды, исполняя партию, признался в любви будущей жене, балерине Иоле Тарнаге. Изменил текст и спел: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги». Альбина Салгараева, Игорь Романов, столица.